Очень интересный сосуд. Вот с такой орнаментацией. Здесь идет волна, здесь идет такой ромбовидный тоже орнамент. Сосуда с таким узором в Краеведческом музее еще не видели. Его вместе с другими экспонатами передали сюда на хранение. Все эти находки принадлежат краеведу-любителю Амирхану Султыгову. Некоторые из них были найдены на кургане в Яндаре. Среди вот такого многообразия встречаются уникальные вещи. Даже вот такой черепок тоже имеет научное значение в определении датировки. По орнаментам можно узнать примерно, к какому периоду относится вот этот сосуд. Старинные зеркала, браслеты и предметы быта древних ингушей, немые свидетели прошлого, погребенные под метровыми слоями грунта. В ценности таких предметов сомнений быть не может. К слову, это серебряное зеркало вызвало немалый интерес. Как объясняет хранитель археологии, каждое изображение носило определенный смысл. Поэтому тайну этого зеркала еще предстоит разгадать. Вот с такой орнаментацией здесь идет птица, и, скорее всего, это или верблюд, скорее всего, верблюд. Опять же, здесь деление идет не над, если бы я думала, что как календарный 12, здесь вот 10 вот этих вот зооморфных фигурок, можно так сказать, вот по 5 верблюдов и 5 птиц каких-то. То есть довольно интересное зеркало. Надо найти уже в процессе изучения аналоги, где еще встречаются такие зеркала. Незамеченной не осталась и раковина морского моллюска каури, которая в ранние периоды истории была фактически единственной валютой. Для этих целей она подходила просто идеально. Ракушки были легкими, поэтому их удобно было носить с собой. То, что каждый такой экспонат бесценен, тут не скрывает. За каждой деталью история отдельной семьи. В нашем коллекции, которую сегодня Султык Амирхан передал, там есть керамические сосуды, работа это из глины, глина разная, есть черная глина, есть красная глина, есть коричневая глина. Работа разных мастеров, потому что раньше, когда люди жили, в каждом поселке, в каждом селе был свой мастер, у каждого мастера было свое направление и свое видение. Он делал керамические сосуды разных форматов и наносил разные орнаменты. Предметы археологии, как правило, поступают в музей вследствие археологических раскопок и случайных находок жителей Ингушетии. Коллектив музея имени Тугана Мальсагова признателен всем, кто проявляет гражданскую позицию и делится предметами, имеющими историческую ценность. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24.